утверждение структуры администрации города. Докладчик Виноградов Геннадий Вячеславович, глава администрации. Проект решения у вас есть? Пояснительная записка имеется? Какие будут предложения или вопросы? Пожалуйста, депутат Кинин Иван Юрьевич. Значит, у меня вопрос следующий. Вопрос первый. Сколько городской бюджет понесет дополнительных расходов в связи с изменением структуры? Это первое. К зарплате. Второй вопрос. Мы уже раз 10-20 говорили о том, что необходимо разработать четкие критерии, значит, отнесения тех или иных структурных подразделений администрации к тем или иным названиям. Отдел, значит, управление, комитет, департамент. У нас слишком много там разных названий. Нет абсолютно никаких четких критериев, которые бы относили ту или иное структурное подразделение непосредственно вот к своему названию. То ли это будет численность, то ли это будет значимость какая-то. Опять-таки вообще, то есть 2 года говорим об этом, и не там. Значит, опять-таки, хочется понять, когда это наконец эти критерии будут разработаны, чтобы мы делали структуру не под какие-то там меняющиеся задачи, да, делали, мы подходили системно к этому вопросу. Пожалуйста, конечно. Ну, первое, что бюджет администрации по заработной плате не изменяется в рамках параметров тех, которые у нас определены по заработной плате, она остается. Второе, что почему мы меняем здесь, потому что это предложение было в том числе и депутатов, поменять название отдела культуры и спорта на комитет. Это наше предложение, такое ваше право проголосовать. А что у нас с критериями? Тут называться комитетом, здесь называться отделом, в отделе там, не знаю, там 10 человек, в управлении 3 человека. Когда мы приведем все к единому стандарту, когда у нас будет система в этом вопросе? Мы никакое законодательство здесь не нарушаем, поэтому все в рамках, как говорится, закона. Мы сейчас говорим не о нарушении законодательства, мы говорим о системе, о системном подходе к управлению. Не может быть такого, что у нас там 2 одинаковых подразделения по своей там численности отличаться названием только потому, что вот кто-то что-то там назвал. То есть давайте как-то разработаем четкие критерии отнесения тех или иных структурных подразделений вот, там, к отделам, управлению, департаментам, значит, комитетам. Почему именно комитет, а не управление? Мы руководствуемся обязанностями, которые управление или отдел, комитет руководствуется своей работой. Нет, почему комитет? Вот есть управление, зачем управление? Первое, что комитет, такое название, просила вся наша спортивная общественность, так как всегда, помните, раньше везде существовали спортивные комитеты. Поэтому такое название было основано. А что касается финансов, кстати, Андрей Вячеславович хочет, нам на комитете доложил, что там 200 тысяч, да, по-моему, плюсы будет. Пожалуйста, Андрей Вячеславович. Только коротко. Я на комитете сказал следующее. По фонду оплаты труда. Действительно, он возрастает на 250 тысяч в год. Но Геннадий Вячеславович правильно ответил на этот вопрос о том, что фонд оплаты труда городской администрации в связи с этим не изменяется. За счет только экономии наших средств мы как раз и вводим все эти проценты. Поэтому на Думу мы изменения в бюджет не вносим. Второй вопрос. Еще раз на комитетах я уже повторял, почему комитет, почему другие. Да, есть рекомендации во всей Нижегородской области, от правительства области, сколько по критериям возможно быть в отделе, в секторе, в управлении, в департаменте, там, и все остальное, человек работать в штатном расписании. Но у каждой территории есть свои особенности. Вот, например, в Дзержинске у нас с вами, например, ОЧС, управление, которое в Дзержинске у нас есть в структуре, всего 4 человека. Но ни у кого не возникает вопрос, почему вы оставили управление. Потому что город Дзержинск единственный город в области, который имеет первую категорию опасности. Даже Нижний Новгород, который имеет вторую категорию, имеет ниже. Это вот особенность своя. По спорту мы с вами вместе приняли, как городская администрация, городская дума, буквально с 1 января 2014 года 3 спортивных учреждения в Дзержинске. Дополнительно. Повесили на свой бюджет. Второе. Параллельно с этим, проанализировав ситуацию,
Управление образованием. У нас с вами еще было 3 учреждения спортивных. Это первая спортивная школа, третья школа спортивных и центр магнитные стрелки. Сегодня как раз все вместе это аккумулировав в одном подразделении, возрастает объем работы первое. Второе. Действительно, общественность к этому обратилась, что сегодня статус наших спортивных учреждений, он высокий и так, и они представляют, когда наши учреждения в области, в принципе, и спорткомитет в целом, это звучит. Потому что раньше было один раз, у нас было в городе Дзержинске в структуре городской администрации спорткомитет. Поэтому они предложили вернуться к этому, поэтому здесь какого-то принципиальной позиции, там управление, это будет комитет или нет. Самая главная принципиальная позиция, они становятся самостоятельным подразделением в структуре администрации, которые напрямую будут выходить на заместителя главы администрации по социальной политике, которому глава администрации дал полномочия в этом направлении. 250 тысяч на ком сэкономили? Сэкономили? Уважаемые Ну, коллеги, во-первых, я скажу, во-первых, вы все знаете, что фонд оплаты труда формируется по определенному нормативу. Экономия, она может быть в течение года. Андрей Вячеславович, Да, я понял. За счет вакантных должностей, пока конкурсы проходят, экономия здесь возникает. Поэтому мы находим эти средства. Последствия не думаю. понимаете. Иван Юрьевич, Я услышал, просто хотел. Спасибо. уважаемые коллеги, значит, есть предложение и ставится на голосование проект решения. Любовь, все правильно? Я вот ставлю тебе доверие. Решение принято.